Это был обычный урок в обычной школе. Жанна неспешно учила детей уже который год. Она находила общий язык как с учениками, так и с коллегами. Ее любили за скромность и доброту. В 6 лет после смерти родителей она обрела семью у тети, ее мужа и их сына, которые стали для нее родными. Добрый день. Я могу присесть? Спасибо. Жанна, ваших родителей, кажется, уже нет в живых, они погибли? Да, это так, но я не хочу это с вами обсуждать. Я вас слушаю. Простите меня, мне не следовало так говорить. Просто я хотел сказать, что я слышал о ваших родителях очень много хорошего. И у нас общие знакомые, и они очень лестно о вас высказывались. Спасибо, конечно, но я намерена отказать вам. В школе есть много компетентных учителей начальных классов. Вы можете обратиться к ним, чтобы вашего ребенка взяли. Да нет, я не за этим сюда пришел. Детей у меня нет. Жанна, если вы не против, могу ли я поприсутствовать на вашем следующем занятии? Обычно у меня сидят родители или коллеги, но раз вы хотите, конечно, можно. Хорошо, я тогда завтра приду. Она и не предполагала, что этот красивый незнакомец пришел к ней. Похоже, это были смотрины, заключила Жанна. Это какая-то ошибка. Таких, как я, только в этой школе с десяток, а в станице тысячи, подумала она, с трудом проводя последний урок. Домой с ней шли и коллеги, которые бурно обсуждали поступки своих капризных учеников. Жанна делала вид, что слушает их, но мысленно она была далеко. Внезапный визит таинственного гостя выбил ее из колеи. Яти, давай я сама все сделаю. Ой, ты вернулась? Да нет, садись, давай, садись, я сама все сделаю. Что там у тебя в школе? Давай рассказывай. Ой, у меня Руслан заболел. Все пришли, кроме него. Я звонила его маме, она сказала, что у него ангина. Ой, бедный ребенок. Вечно эти дети современные болеют, их не долечивают, а потом масса всяких разных хронических заболеваний у бедных детей. Поужинав и убрав за собой посуду, Жанна вернулась в свою комнату. Она села писать план работы на следующий день, но никак не могла сосредоточиться. Он завтра снова придет. Что скажет? Что ему ответить? Эти мысли не давали ей покоя до самого утра. Ирдик, холнеть. Проходи, садись. Ирдика. Долгал. Ты спешишь? Да куда тут спешить в такую жару? Как всегда, заказчик подвел. Должны были еще весной сдать объект. Опять подводим? А в такую жару приходится сейчас работать. Каждый раз у вас одно и то же. Ну когда это все закончится? А когда-нибудь стабильность появится в этом во всем, а? Ой-ой-ой, да что ж С меня это такое, требует. Я что сделал, разорвусь, что ли? Супругам стоило больших усилий в свое время заставить Жанну садиться с ними за один стол, но с годами они смогли ее уговорить. И теперь это вошло у них в традицию. Дядя Мустафа был добрым и честным человеком. Любил выполнять свою работу настолько безупречно, что нареканий никогда не было, и даже во время отпуска ему не давали отдохнуть. Она бы часами слушала двух ее любимых людей, но к 8 уже надо было быть в школе. Что бы ни произошло, Жанна хотела в этот день хорошо выглядеть. Девушка взяла зеленый костюм со светлой блузкой. Она уже несколько раз надевала этот наряд, и коллеги всегда говорили ей, что он ей идет и подчеркивает ее красоту. Я, наверное, пойду. О, ты что такая нарядная? У вас какое-то мероприятие сегодня? Да, кто-то должен прийти. Кто-то прийти. Ну давай, беги тогда. В середине рабочего дня, как и обещал,
Таинственный гость зашел в класс. Жанна продолжала урок, который сегодня ей давался нелегко. Она старалась пересилить свое волнение, не встречаться взглядом с Тамерланом. А он внимательно наблюдал за молодой учительницей, ловил каждое ее слово. Она чувствовала себя сегодня актрисой, играющей на маленькой импровизированной сцене для единственного зрителя, завороженно наблюдавшего за ее талантливой игрой. Дядя Калганец. Наш Йоган, садись, Жанночка. Как дела? Рассказывай, что там у тебя в школе? В школе все хорошо, но А что, ну? я тут хотела рассказать. Ну давай, рассказывай, что там у тебя. Вот как 2 дня уже ко мне приходит парень один в школу. Ну так что ж ты грустишь? Это же хорошо. Значит, не такие уж и слепые эти парни. А ты знаешь его, что это за парень? Нет, так пару раз общались. Нас Мария Исаевна познакомила. Мария Исаевна. Знаю я ее. Уж очень она хитроумная у вас. Не доверяю я ей. А кто он? Чей он? Мария Исаевна сказала, что он живет в Москве. Больше я ничего не знаю. Ты знаешь, я не особо доверяю этим столичным парням, потому что родители, конечно, для них все делают. За них переживают, отправляют их куда-то там учиться, работать, а потом раз, и выясняется, что у них и семья там есть, и дети. Так, Мустафа сейчас вечером с работы придет. Я попрошу узнать, что за парень, что за семья, хорошо? Хорошо. Ну не могу же я свою девочку за кого попало отдать. Ты, наверное, голодная? Да. Подожди, я перезвоню. За цветы спасибо, а вот это я принять не могу. Жан, ну почему не можешь? Он мне тоже подарил такое же кольцо. Вы родственница, вам можно, а я же совершенно чужой человек. Ты тоже скоро будешь родственницей. Еще раз спасибо за цветы. Садись, пожалуйста, я ненадолго. За цветы спасибо, на подарок не нужно было тратиться. Жаль, что ты, конечно, от него отказалась. Он был тебе сделан исключительно как хорошему преподавателю. Жанна, ты очень хорошая, умная девушка. Я не сомневаюсь, что ты понимаешь, зачем я сюда хожу каждый урок. Марьям тебе говорила, что у меня очень мало времени. Я должен жениться. Я надеюсь, ты понимаешь, к чему я веду разговор. Тамерлан, ну как тебе наша школа? Надеюсь, ты не считаешь наших учителей хуже московских? Да нет, у вас очень хорошие учителя. Здесь работают настоящие профессионалы. Ну, мне пора. Адикалыш. Жанна Магомедовна, ну как вам? Мой родственник понравился? Приятно, воспитанный молодой человек. Да, он очень порядочный парень, он тоже о вас хорошего мнения. Странно, да, что такой молодой и симпатичный парень до сих пор не женат? Да. Жанна, мне с тобой нужно поговорить. В принципе, мне нечего к этому добавить, у меня нет времени, я очень спешу. Поэтому я хотел сказать тебе только то, что
Да, я знаю все эти процедуры, что нужно отправить стариков, сватов. У меня просто нет времени. Жанна, не спеши с ответом. У тебя все будет. Ты ни в чем не будешь нуждаться. Хочешь — работай. Хочешь — сиди дома. Чего тебе еще не хватает? Все будет у тебя. Он продолжал еще о чем-то говорить, но Жанна уже осознала, что куда-то уходит и ее рассудительность, и многолетнее воспитание. Она не в силах была двинуться с места. По ее лицу Тамерлан понял, что его слова достигли цели. Марема Исаевна взяла девушку за плечи и, несмотря на ее слабые попытки остановиться, усадила в машину. То ли от страха, то ли от полной растерянности по щекам Жанны побежали слезы. Марема Исаевна пыталась ее успокоить, говоря, что многие девушки так выходят замуж, а потом живут счастливо. Через полчаса они были около большого дома. Поставь чайник и зайди к тем гостям. Ну, здравствуй, Жанна. Надень, пожалуйста, это платье. Ой, Жанна, как тебе идет это платье? Давай-ка я отведу тебя в свою комнату. Пойдем. Так, Жанна, это твоя комната. Там есть ванная. Сегодня тебя никто не побеспокоит. Располагайся, отдыхай. А я, пожалуй, пойду. Жанна, доброе утро. Ты что, совсем не спала? Почему не отдохнула? Ты же могла немного отдохнуть. Садись. Меня зовут Мадина. Я старшая сестра Тамерлана. Вот уже несколько лет я замужем, у меня 3 детей, мы живем в Москве. Там у нас свой бизнес. Я так скучаю по родным, по маме. Я бы с удовольствием сюда вернулась бы, но здесь особой работы нету, а та, что есть, нормальный доход не приносит. А там, в столице, наши дети будут ходить в элитную школу. Ой, я тебя, наверное, утомила своими разговорами. Тебе, наверное, все это неинтересно. Неинтересно. Ладно, Жанна, из дома ничего не нужно привозить. Я с утра пригласила 2 женщин, у них есть свои собственные магазины. Они помогут тебе выбрать все, что нужно. Ты пока на первую неделю выбери несколько костюмов с десяток, а дальше сама поедешь и купишь все, что тебе нравится, все, что ты хочешь. Хорошо. Жанна, знакомься, это Заира и Раиса. Они помогут тебе выбрать все, что ты хочешь. Ты выбери все, что тебе понравится, ну а мне нужно бежать, там важные гости. Жанна, я пригласила самого лучшего стилиста в Ингушетии специально для тебя. Фатима. Дядя Клошин, какая красивая невеста. Так. Век надо поднаждение. Так, Мадим, мне нужно пару часов и все сделаю. Конечно, конечно, все, хорошо. Вау,
Жанна, как ты прекрасно выглядишь. Посмотри, ты прям принцесса. Фатима, да ты молодец, я в тебе не сомневалась. Обещаю, когда открою свой салон в столице, обязательно возьму тебя к себе. Увидев себя в зеркале, Жанна не смогла сдержать радости. На нее смотрела очаровательная невеста в белоснежном платье, сплошь усеянном драгоценными камнями. Не вставай, не вставай. Ой, какая ты красивая. Так, ну что, пошли? Вскоре по красивой лестнице ее повели вниз, в огромный белый зал, с потолка которого свисали громадные люстры, а посреди комнаты стоял большой стол, уставленный всевозможными яствами. Здесь было лишь несколько женщин, которые, внимательно оглядев невесту и пожелав ей счастливой семейной жизни, продолжали мило беседовать. Но вскоре комната начала наполняться гостями, напоминая встревоженный улей. Гости подходили к Жанне, которая по традиции стояла в стороне. Довольно кивали головой. По отдельным фразам она догадалась, что она им понравилась. В этот день она, как и следует ингушской невесте, допоздна простояла там. После ее отвели в ее комнату. Она наконец-то легла спать. А на утро, надев одно из тех платьев, что ей принесли накануне, счастливая красовалась перед зеркалом. Жанна, ты должна меня внимательно выслушать. Это мой младший брат Тагир. На самом деле, это за него, а не за меня ты вышла замуж. Я хотел тебе об этом сказать, но боялся, что ты ничего не поймешь. В смысле за него? Послушай, он не хуже меня. Я понимаю, что для тебя это шок и полная неожиданность, но ты ни на минуту не пожалеешь. Ты меня слышишь? Жанна, я тебе еще раз повторяю. Это мой младший брат. Да, он немного странный, но он добрый и заботливый. Да какая тебе разница, я или он? Ты же вышла замуж за богатого, вырвалась из этой нищеты, избавилась от этих сопливых детей. Чего тебе еще надо? Да, он немного странный, но он добрый, заботливый. Ты не будешь ни в чем нуждаться. Я хочу уйти. Пожалуйста, отвези меня домой. Нет, нет и нет.
Когда Тамерлан мне сказал, что ты согласилась, я не поверила. Я у него расспросила все, и он мне сказал правду. Ни в доме моего мужа, ни в моем доме никогда не было обманщиков и лжецов. Но речь шла о моем сыне. Я его очень люблю. И он очень одинок. Тамерлан женился, уехал в Москву. Следом за ним Мадина и Танзила вышли тоже замуж. Я осталась одна. Тагир тоже поступил учиться в Ростов. Но он никогда не оставлял меня одну, он все время приезжал и был со мной дома. Напротив нас по соседству жила девушка Аза. Он влюбился в нее, они были так счастливы. Она тоже вскоре поступила учиться, но когда они приезжали, они вместе разговаривали, вместе ходили, встречались, общались. Я была так рада за него. Мы подумывали женить его, но он все время откладывал, говорил, закончит учебу, тогда и женится. Один раз Тагир задержался в Ростове, приехал очень поздно. Я заметила в нем какие-то изменения. Он стал раздражительным, никого не слушал, с ним невозможно было поговорить. К нам заходила Аза, они общались, но и она вскоре перестала к нам заходить, потому что Тагир стал похож на ребенка. Он бегал, смеялся, прыгал. И вскоре родители Азы отдали ее замуж. Он очень переживал. Он не смог этого вынести. Потом ему стало все хуже и хуже. Он стал похож на ребенка. Это был мой любимый сын. Я его очень люблю. Вскоре Тамерлан отвез его в Москву. Врачи сказали, что он идет на поправку. Мы так обрадовались. Но потом стало еще хуже. Я знаю, ты ненавидишь нас. Но это мой сын. Ты, наверное, задаешь себе вопрос, почему именно ты? Потому что ты учительница. Ты умеешь работать с детьми. А мой сын — это большой ребенок. Мы узнали о тебе. У тебя очень хорошие родители были. Я как женщина понимаю тебя. И если ты захочешь уйти, я не буду тебя держать. Только не сегодня. И люди могут сказать разное. Завтра утром
Я отвезу тебя к твоей тете. Прости нас. И что-то очень плохо, пожалуйста, принеси мне воды. Что с тобой, Жанна? У нее сильно жар. Нужно врача вызвать. У тебя что-то болит? Тебе плохо? Жанна не знала, кто она, но позже догадалась. Жена Тамерлана. Это я виновата. Она вчера замерзла. Надо было укрыть ее еще одним одеялом. Давайте я ее послушаю. Вы не переживайте, у нее сильная простуда. Я вам выпишу необходимые лекарства, чтобы поставить ее на ноги. А так ей необходимо обильное питье, желательно бульончики, куриный, чай с малиной. И через неделю она будет на ногах. Спасибо. Пойдемте. Жанна не знала, сколько пролежала в постели, но было ей намного лучше. Чувство радости от того, что она сама может встать с постели, сменилось на черные тучи грусти. Для себя она еще вчера решила, что, несмотря ни на что, должна вернуться домой. Находиться здесь больше не было сил. Жанна, как хорошо, что ты проснулась. Пойдем вниз покушаем. Я знаю, что ты решила вернуться домой, но надо подождать несколько дней. Послушай меня как взрослую женщину, которая прожила долгую и тяжелую жизнь. Если ты сейчас вернешься, люди неправильно истолкуют твое решение. Надо подождать несколько дней. У людей очень злые языки. Пойдем, тебе надо поесть. Я говорила Тамерлану, что я сама справлюсь, а он нет, маму пожалел. Очень вкусно готовит. Пойдем вместе покушаем с тобой. Хорошо? Она и готовит, и убирает. В общем, все по дому делает Фатима. Она долго говорила о домашней прислуге, о повседневных заботах в доме, в глубине души надеясь, что молодая сноха передумает. Ей так хотелось, чтобы она осталась в этом большом доме, чтобы рядом с ее сыном была порядочная, умная женщина, которая станет не просто женой, но и подругой. А ты умеешь готовить? Да, дома я готовила. Ты знаешь, я давно жареного не ела. Мне нельзя жареного, поэтому в этом доме не готовят. А давайте я приготовлю оладики без добавления масла. Это было бы очень хорошо. Садитесь. Я бы с удовольствием попробовала. Так, Фатим, где можно найти молоко, яйца и муку? Жанна не замечала, с какой любовью наблюдает за ней свекровь, и с каким детским интересом разглядывал ее Тагир, не произнося ни единого слова. Вскоре были готовы оладьи. Тагира она заметила только тогда, когда, разложив горячие оладьи, подошла к столу. Ей почему-то было стыдно, неудобно на него смотреть. Вкусно. Ничего вкуснее раньше не ела.
Жанна, дук яхал. Очень вкусно. Жанне многие говорили, что готовит она очень вкусно. Но сейчас она понимала, что ее свекровь больше преувеличивает, чтобы сделать ей приятное. Земля стала уходить у нее из-под ног. Она не понимала, что происходит. Не могла сдержать нахлынувшие слезы. Поехали домой. Поехали домой, они ответь за свое оскорбление. Никакого оскорбления не было. Как? А то, что они тебя обманом выдали за больного, это разве не оскорбление? Не говорить так, мама услышит. Да пусть слышь, я не отдам свою сестру за какого-то там дебила. Посмотри на него. Не оскорбляй моего сына. Ты не знаешь, что ждет тебя и твою семью. В этом доме ее пальцем никто не тронул. Если она хочет уйти, она может это сделать в любое время. Но оскорблять своего сына я вам не позволю. Жан, поехали домой. Там наши родственники, они ждут нас. Я приеду позже. Ты хоть понимаешь, что ты говоришь? Тебя обманули. Ты хоть знаешь, за кого тебя замуж отдали? Я все хорошо знаю. Я сама приехала. Нашим так и передай. Понятно. Тебя тоже купили этим богатством, да? А раньше ты по-другому говорил. Адам сообщил родственникам о решении Жанны. Им ничего не оставалось, как извиниться перед Тамерланом, попрощаться и уехать. Ты сегодня предоставила радость не только мне, но и моей семье. Я тебе очень благодарна. Если ты когда-нибудь захочешь уйти, я тебя поддержу. Я знала, что у таких благородных родителей, как твоих, могла родиться только такая благородная дочь. Спасибо тебе большое, что поддержала нас. Жанна понимала, что сейчас она определила свою дальнейшую судьбу, согласившись остаться с человеком, за которого ее выдали обманом. Но еще несколько минут назад она могла вернуться к той жизни, которой прежде жила. О, Аллах, все мужчины одинаковые. Посмотри, что мне Тамерлан подарил. Очень красиво. Только давай мы сядем туда и там поиграем. Все пошли? Пойдем. Она только сейчас до конца осознала, на что решилась. С кем придется провести всю свою жизнь. Ей хотелось плакать. Но кто ее сейчас услышит? Она сама выбрала такую судьбу, хотя просто могла вернуться домой. Повторяй за мной. Это что? Один. Да, правильно, молодец. А это? Это 2. Да, умница. А это у нас что было? 5. 5. Да, молодец. Тагир, давай мы с тобой сейчас будем рисовать. Ты же любишь машинки. Давай машинку нарисуем. Давай. Сколько колес у машины? 4. Правильно. Рисуем 4 колеса. Нет, с одной стороны можно только 2. Вправду. Так. Что еще есть у машинки? Двери есть. Да, правильно. Рисуем их 2, потому что мы рисуем машину с одной стороны. Да, вот. А что еще? Еще есть стекла, Стекла. из которых водитель видит все, что находится на улице. Также дорогу и другие машинки.
Угу, правильно. Какая красивая машинка у тебя получается. Дни напролет Жанна находилась рядом с ним, потакая его капризом, слушая его детские речи, делая при этом совершенно серьезный вид. Ей хотелось угодить этому взрослому ребенку, осчастливить его мать, которая просто сияла от радости, видя, как снова стал радоваться жизни ее любимый сын, как он, забывая про еду, целый день был чем-то увлечен. Человек привыкает ко всему, и то, что раньше казалось невозможным, постепенно становится неотъемлемой частью его жизни. Именно по такой формуле складывалась жизнь Жанны. Если раньше она думала, что и дня не сможет прожить в этом доме после открывшейся ей страшной тайны, то теперь она просто уже не мыслила свою жизнь без этой семьи. В новом доме она вела себя так, словно всегда жила в нем. Ее привлекали не столько богатство и роскошь, сколько свобода, которая была ей превыше всего. Хорошее отношение свекрови, ласковый муж, уделять внимание которому ей теперь доставляло удовольствие. Проклятая ваза. Что случилось? Я хотела ее всего лишь протереть, но она выскользнула у меня с рта. Я сейчас убью. Давай, не оставь это еще, пойдем, лабиринт тоже тебе. А если Тагир зайдет? Да я с ней поговорю, пойдем. Садись. Пожалуйста, пока не говорите ему. Я придумаю что-нибудь. Да ничего страшного, я сама обо всем разберусь. Я вам сейчас помогу. Не надо, сиди, я все сама. Тагир, я должна была тебе сказать, я разбила твою вазу. Вазу? Жанна? Почему ты меня напугала очень? В следующий раз, пожалуйста, стучись, иначе мне инфаркт схватит. Присаживайся. Извините, пожалуйста, вы же знаете, что Тагир просыпается из-за малейшего шороха? Ну что ты, он очень хороший человек, не такой страшный. Я знаю, он очень прекрасный и добрый человек, просто я не хотела его беспокоить. Фатим, почему ты со мной на «вы»? Я не такая взрослая, можно на «ты». Ну, вы же знаете, что вы моя хозяйка, а я ваша предприниматель. Ничего подобного я слышать не хочу. Это твоя работа, и ты не должна ее стесняться. Спасибо огромное вам. Кстати, как там твоя рука? Заживает. Заживает? Да. Фатим, а ты часто задерживаешься так, домой не ездишь? Ну, когда как получается. Сегодня холодно, из-за этого я не поехала домой. Завтра обязательно поеду. Так, понятно. Вскоре между женщинами завязалась беседа, после которой обе стали намного ближе друг к другу. После школы Фатима сразу же поступила в университет, и там встретила Хасана. После университета Хасан, который к этому времени работал в прокуратуре, сделал ей предложение, и вскоре они поженились. Фатима радовалась как ребенок тому, как удачно у нее все складывается. Эта сказка, которая длилась полгода, закончилась в один день. В один миг. Неизвестные расстреляли Хасана по дороге на работу. Сколько слез она пролила, сколько раз хотелось умереть вместе с ним. Но каждый раз ее спасали мысли о малыше, который должен был вскоре появиться на свет. Назвали его Хасан в честь отца. Этот откровенный разговор позволил обеим женщинам стать ближе. В лице Фатимы Жанна нашла не только подругу, собеседницу, но и помощницу. Какая ты у меня красивая. Ну вот, поезжай домой. Наверное, тетя с дядей соскучились по тебе. Переночуешь, приезжай обратно домой. Я тебя буду ждать. Все, что тебе нужно, я купила. Все в машине.
Жан. Ой, Жанна. Садись. Садись, поговорим. Рассказывай. Ну, все хорошо. Ты знаешь, я когда первый раз услышала, что тебя украли и оказалась очень хорошая, состоятельная семья, я так обрадовалась. Я подумала, Господи, какое счастье, что девочка получит то, чего у нее не было в детстве. Нятя, не говорите так. У меня было лучшее детство. Я не мечтала ни о чем лучшем. Да, вы не верите, что мне там хорошо. Нет, я скучаю по вам, но ко мне там очень хорошо относятся. Да уж, зато люди так не думают. Пусть не думают, я не могу их переубедить. Нятя, а как там Адам? Ты почти ничего не рассказываешь о нем. Адам хорошо. Обещал, что весной постарается на недельку приехать домой. Слушай, я вот думаю, может быть, женить его, а? Да, это очень хорошая идея. Есть кто-то на примете? Он говорил, что у него там много девушек на курсе, все хорошенькие, но об одной он часто говорит, я так понимаю, что она ему нравится. Ну, посмотрим. Мустафой надо будет решить уже этот вопрос. Да, Адам уже взрослый. Да причем еще единственный сын. Да, единственный. Вскоре от мыслей перешли к делу, и их двор наполнился суетой и людьми. А потом приехали и родственники со стороны ее мужа. От вида нарядных женщин и мужчин, выходящих из дорогих иномарок, Жанна наполнилась гордостью за своих новых родственников. Не успела она придумать, как представить Тагира гостям, как Марет тихо нашептала ей, что Тамерлана всем надо представить как мужа. Сейчас эта ложь не казалась ей такой уж кощунственной, да и Тамерлан всем понравился. Жан, на. Откуда они у тебя, Тагир? Это все мое. Я их все спрятал. Но здесь же сырость, они могут испортиться. А это на машине я куплю. У меня еще дома очень много. Машину? У нас же есть машина, тебя могут отвезти. Не, мне нужна своя большая, красная. Красная? Почему красная? Не знаю. За полчаса она смогла прочесть все 12 писем. Никогда она не видела, не слышала, чтобы девушка просила ответной любви. Каждая строчка в письмах была пронизана любовью, мольбой не оставлять ее. Слезы застилали глаза Жанны. Она понимала, что не только ей одной было так плохо. Откуда они, Тагир?
Это я у Тамерлана взял. Он хотел их выбросить, а я спрятал. А ты знаешь, что в них написано? Нет, я не читал. Но это мои в красивых конвертах. А давай мы их спрячем в моей комнате. Это будет наша с тобой тайна. Фатим, ты сильно занята? Нет, я сейчас закончу и домой. А ты не могла бы сегодня остаться? Мне нужно с тобой серьезно поговорить. Да, конечно, но я предупрежу сноху, чтобы забрали Хасана из садика. Замечательно. Уф, я так устала. Мы сначала долго гуляли с Тагиром, а потом играли. Одна находка, точнее, вот эти письма меня озадачили. Их писала девушка Тагира. Теперь мне все понятно, но я не знаю, как мне быть и где ее искать. Да, я знаю о существовании этих писем. Этот дом их бережно хранил, наверное, потому что они даже приходили, когда Тагир болел. Но я их не читала, но Тамерлан хотел их уничтожить. Но по просьбе брата и матери он оставил их. Угу. Ты хочешь их прочесть? Нет, зачем? Я и так знаю, о чем могла писать влюбленная девушка. Конечно же, просить о взаимных чувствах. Как ты думаешь, мне ее найти? Зачем? О чем ты хочешь с ней говорить? Во-первых, к ней ездил сам Тамерлан и ничего не добился. А во-вторых, даже если ты с ней увидишься, то она тебе ничего не скажет. Ты в ее глазах лишь соперница и источник всех бед. Ну как? Я же только недавно вышла за него замуж. А ты постарайся объяснить это обезумевшей от безответной любви женщины. Ну а что теперь делать? Вот так вот сидеть и ждать чего-то? Фатим, мне очень тяжело. Я не знаю теперь, ради чего и ради кого я живу. Вот и мне бы хотелось об этом узнать. Ну а если ты хочешь попасть в рай, то ты идешь по верному пути. Ведь даже твоя свекровь молится и просит Всевышнего только об этом. Я все это знаю. Я уже не смогу оставить Тагира и его маму. Всевышний мне этого не простит. Да, многие жалеют меня из родственников, но некоторые думают, что я вышла из-за денег. Это не так, это совершенно не так. Тагир идеальный мужчина, за которого вышла бы любая женщина. Ты можешь смеяться, но я так считаю. Поверь мне, я видела женщин, к которым относятся очень плохо. От Тагира я такого никогда не видела. Но супружеская жизнь подразумевает и другие отношения. В конце концов, ты должна думать о детях. Ведь это продолжение жизни. А что ты предлагаешь мне сделать? Да если бы я знала. Но я хочу сказать тебе одно. Что чудеса случаются. Ты умная девушка. Сколько бы тебе ни советовали, ищи исцеление своему мужу. Люди говорили. Люди будут говорить. Поверь, на твоем месте хотели бы быть сотни девушек. Я это точно знаю. Женщины еще долго общались. Но главная мысль, которую Жанна вынесла для себя из этого разговора — рано отчаиваться. Нужно действовать. Просто нужно все тщательно обдумывать. Привыкшая добиваться поставленной цели, она знала, что невозможного нет. Почему ты мне ничего не сказала? Мы с Тамерланом могли бы тебя в Москву отправить, там же хорошие врачи. Я не думаю, что там что-то серьезное, мам. Просто поеду, обследуюсь и приеду. В какую больницу ты едешь? Я пока не знаю, но мне сказали, что там есть хорошая женская клиника. Я быстро ее найду. Ты знаешь, где деньги лежат? Возьми столько, сколько тебе надо. А я завтра отправлю Ахмеду, он купит тебе билет. В этом нет надобности, у меня есть деньги. Из-за Тагира не переживай, я за ним присмотрю. Тем более, что Фатима мне уже помогает.
Serge décroche. До приятно. Вы, наверное, удивлены, что он не привстал? А с ним что-то случилось? Да, у нас поврежден позвоночник, и он не может ходить. Извините меня, пожалуйста. Не стоит извиняться. Меня зовут Хава. А вас как? Жанна. Жанна, вы едете в Москву? Нет, в Ростов. Я к родственникам еду. Понятно. А вот мы едем на операцию. Всевышний посылает испытания своим рабам. Вот и у Хавы сын после аварии не мог ходить. Почти отчаявшись, она не опустила руки и все-таки нашла хирурга в Москве, который мог бы помочь ее сыну снова ходить. В этот путь она и ждала свой поезд. Хава, с ним все будет хорошо. Я в это верю. Тем более с такой-то мамой. Я хотела сказать, я вас обманула. Я еду не к родственникам в Ростов. Я на лечение мужа. Я ведь сразу узнала вас. Я знаю вас и вашу семью. Ты не отчаивайся, девочка. Это ничего, что он немного странный и не похож на других. У вас все будет хорошо. Я это чувствую. Хава, я хотела немножко вам помочь. Жанна, они вам самой очень пригодятся. Нет, они вам не самой обсуждаются. пригодятся. Да, он ошибается. Спасибо, Жанна. Ей так хотелось увидеть лицо этого юноши, поговорить с ним немного, подбодрить. Но, кажется, он со вчерашнего вечера так и лежал, отвернувшись от всего мира, который причинил ему столько душевных и телесных ран. Жанна никогда прежде не была в Ростове, поэтому с интересом смотрела по сторонам. Время тут как будто замерло. Красивый город, сделала вывод Жанна. Но очень большой и весь забит машинами. Нелегко, наверное, жителям до работы добираться. Здравствуйте. Извините за беспокойство. Мне нужна Людмила. Я и есть Людмила. Хотя, возможно, в этом подъезде еще есть Людмилы. Вы понимаете, я приехала из Ингушетии к вам за помощью. Ну и чем я могу вам помочь? Я жена Тагира. Вы, наверное, его знаете. Я рада, что он женился, но, насколько мне известно, он самодостаточный человек. Я не знаю, как вам это объяснить. Людмила, я живу с Тагиром уже полгода. Мне это не интересно. Говори, что тебе надо. У меня очень много дел. Я не знаю, как это объяснить. В общем, как я поняла, вы знаете, он болен. Да, но я не врач, и ничем тебе и ему помочь не могу. Нет, вы можете мне помочь. Снять порчу. Я знаю, что это в ваших силах. Я вообще не понимаю, о чем ты говоришь. Да, я была знакома с Тагиром, да, мы общались, но это было очень давно. Тебя неправильно проинформировали. Людмила, подождите. Вы можете мне помочь. Сжальтесь, я вас умоляю. Помогите мне. Проходи. Мне кажется, это не Тагир болен, а ты больная. Может, ты наконец-то представишься? Извините, меня зовут Жанна. Так вот, Жанна, теперь слушай меня внимательно. Сейчас я напою тебя чаем, а потом ты поедешь домой. Я ничем тебе помочь не могу. Вы можете делать все, что хотите со мной, но я отсюда просто так не уйду. Слишком много сил и времени на это потрачено. Вот сволочь! Он даже в таком состоянии умудрился загубить еще одну душу.
Я тоже так плакала, умоляла его не оставлять меня. А он что, он просто взял и ушел. Что я пережила в тот момент? Я глотала таблетки, резала вены, очутилась в больнице. И все благодаря твоему Тагиру, ради которого ты приехала сюда. Никогда я ему это не прощу, никогда. Людмила, я вас очень прошу, помогите мне. Я отдам все, что у меня есть. Ничего мне от тебя не надо, и от него тем более. Я хочу, чтобы он мучился так же, как мучилась я когда-то. Он мучается. Он поменял уже несколько больниц. Не говоря о нем, мучается и его мама. О себе я даже не говорю. А зачем тогда вышла? Ты же знала, что он болен. Да, знала. Но об этом долго рассказывать. Что тут рассказывать? И так все понятно. Купилась на его деньги. Это не так. Это совсем не так. Ну, конечно, у вас там свои порядки, дикие обычаи. Воруют девушек, как баранов. Хоть шашлык жарь. Людмила продолжала говорить, стараясь каждой фразой сделать больнее Жанне, через нее отомстить тому человеку, который причинил ей столько боли и оставил глубокий рубец на душе. Жанна спокойно выслушивала эти упреки, понимая, что измученная женщина имеет на это право. К тому же она чувствовала, что Людмила – человек добрый, а злые слова – это отголоски прошлой боли. Послушай, я вижу, ты хорошая девушка. Но зачем он тебе? Он поступит, он выздоровеет и поступит с тобой так же, как поступил со мной. Не-не-не, он не такой, он очень хороший, добрый. Просто помогите мне. Вся надежда на вас. Однажды в университете к ней подошел красивый юноша. Представившись, он попросил ее помочь с написанием курсовой работы. Когда защита их совместного труда прошла успешно, Тагир пригласил Людмилу в ресторан. После этой встречи Людмила часто помогала ему. На курсе уже стали поговаривать, что эта дружба плавно перешла в более нежные чувства. Со временем в этом убедилась и Людмила. Она хотела от него взаимности. Но Тагир видел в этом только дружбу. К концу последнего года учебы, набравшись смелости, она подошла к Тагиру и призналась ему в своих чувствах. На что он тихо, но очень жестко сказал ей, что кроме дружбы между ними ничего быть не может. Все ее письма к нему оставались без ответа. Людмила их писала каждый день. Позже были еще попытки суицида, и постепенно ее чувства к Тагиру перешли в ненависть, и она искала любой способ заставить его точно так же мучиться. С клочком его одежды она пошла к старой гадалке и навела на Тагира порчу. А где эта женщина? И как снять порчу? Даже не знаю, где ее сейчас найти. Она еще тогда плохо ходила. Нет, так не должно быть. Мы обязаны найти ее. Найти? Ты понимаешь, что ты говоришь? Может быть, ее уже в живых нет? Мы должны хотя бы постараться. Я вас умоляю. Так, у нас уже 12. Сейчас муж скоро придет. Ты меня подожди внизу, а то будет много вопросов. Хорошо. Так, Жанна, я не знаю, куда ехать. Придется ловить такси. Никогда, ты слышишь, никогда бы я на этот шаг не решилась. Мне жаль тебя, а не твоего непутевого мужа. Я отвезу тебя к гадалке, а дальше ты уже сама разбирайся. Давно? Ну, уже 2 года как. Люди приходят, спрашивают. Почти 2 года уже. Жанна. Добрый вечер. Здравствуйте. Мне жаль вас огорчать, но баба Катя как уже 2 года умерла, так что я даже не знаю, чем вам помочь. Что же мне делать? Я так надеялась на это. Ну, вы помните хотя бы примерно, какая порча была? Я иногда слушала бабу Катю и кое-что припоминаю. Ну, примерно помню, да. Скорее всего, вам придется ехать после полуночи на кладбище сумасшедших. Это бывшие пациенты нашей психбольницы. Баба Катя, она закладывала тотемы свои под свежую могилку, под плиту. Вам придется повозиться, но я думаю, что у вас все получится. Ну все, спасибо большое. До свидания. Стояла жуткая тишина, которую иногда нарушали ночные птицы, увидевшие на своей территории чужаков. От страха, боясь даже громко дышать, они шли между неухоженными рядами могил.
Так они блуждали минут 10. Наконец появился ряд могил, который по датам подходил им. Может, мы пойдем? Мне тут нехорошо. Подожди, думаешь, мне здесь нравится? Так, наверное, это было где-то здесь. Жанна, смотри. Вот, вытащишь завтра все иголки и выкинешь с моста в воду. Тогда твой муж выздоровеет. Хорошо. Жанна, несмотря на только что пережитый страх, была счастлива. Она очень надеялась, что это исцелит ее мужа. Людмила сидела словно выжатый лимон, но тоже была довольна, что помогла не только несчастной женщине, но и самой себе. Она была уверена, что теперь Всевышний обязательно подарит им с мужем малыша, которого они ждали несколько лет. Жанна, а как там Тагир? Неплохо. Он очень хороший, добрый. Вот только болеет немного. Да, я знаю. А знаешь, я ведь до сих пор люблю его. Не знаю за что и почему. Хотя какое это сейчас имеет значение. Забуду его и все, что с ним связано. Жанна, и еще. Моей вины перед ним уже нету. Поэтому оставьте меня в покое. Забудьте меня и мой адрес. Да, но я хотела... Никаких «но». Просто забудьте меня и все. Людмила, может, я могу чем-то помочь? Пожалуйста, выходи. Мы уже приехали. Ночью она почти не сомкнула глаз. А рано утром, с первыми лучами солнца, уже стояла на мосту. И по очереди, выдергивая из куклы иголки, бросала их в воду, а затем отправила в реку и саму куклу. В эту секунду она почему-то искренне верила, что с этой ужасной игрушкой под воду уходят все болезни ее мужа, а после поезд вернул ее на родину. Но все оказалось не так легко. Подъезжая к своему дому, Жанна уже издалека заметила, что возле него стоит больше, чем обычно, машин и карета скорой помощи. От страха у нее душа ушла в пятки. Первой Жанна встретила Розу. Побледневшая, она чуть ли не рыдая рассказала, что вчера утром Тагир не вставал с постели, не давал подойти к себе и издавал страшные звуки. Тагир со вчерашнего дня ничего не ел. У него высокая температура. Не переживай, мам, может, это очередная простуда. Будем надеяться, Жанна, что это так. После врачей, которые оказались беспомощны, они позвали Мулу, который и сделал заключение, что в Тагире разбушевался джин. Что-то его встревожило, разозлило. Ну что с ним, как он? Ему очень плохо. Нельзя побыстрее? Боюсь, что нет. Там тяжелый случай. Нужно хотя бы минимум 2 недели. 2 недели? Да. Слушай, нельзя поскорее. Я делаю все, что могу, но нужно время. Две эти недели длились словно 2 года. Каждый день на весь дом расходились дикие вопли. Все в страхе и напряжении ждали конца этих мучений. Розе несколько раз пришлось вызывать скорую, но труднее всего было Жанне. Она плакала чуть ли не каждый вечер, чувствуя свою вину. Она уже который раз пожалела о своем поступке. Сейчас она бы с радостью читала сказку тому капризному Тагиру, лишь бы все вернулось. Наконец, Мула принес радостную весть. Тагир выздоровел. Как ты себя чувствуешь? Тебе уже лучше?
Жанна присмотрит за тобой. Я тебя не оставлю. Главное, не сдавайся и не унывай. Мы с тобой, мы тебя поддержим. Никто не мог поверить, что Тагир все эти годы мучился из-за какого-то джина, которого никто не видел и не слышал. Но факт оставался фактом. Больному действительно стало лучше. Жанна была счастлива. Наконец-то она зажила полноценной супружеской жизнью. Не нужно было внимать капризам Тагира, рассказывать ему сказки, играть в различные детские игры. Казалось, жизнь Жанны постепенно становилась похожей на жизнь сотен и тысяч женщин, которые, пройдя через испытания, наконец обрели долгожданное счастье. Жанна, я вот тут подумал, я хочу уйти на работу. Может, ты пару месяцев подождешь? А что изменится пару месяцев? Я здоровый и могу самостоятельно зарабатывать. Я просто переживаю, ты уже давно не сидел за рулем. Пока буду ездить с Ахмедом, а там посмотрим. Тем более мне перед вами неудобно. Все это время дома сидел. За это вообще не надо переживать и себя винить. Просто я за тебя очень переживаю. Несмотря на протесты Жанны, свекровь заставила ее и Тагира поехать на отдых в Кисловодск. Впервые в жизни она оказалась в санатории. Вечера они проводили в прогулках по парку. Тагир с неподдельным интересом смотрел на людей, любовался природой, словно он никогда этого не видел. Он время от времени просил жену рассказать ему о том, что происходило в период, когда он болел. Она подробно все пересказывала, утаивая лишь подробности своего выхода за него замуж. Ей казалось, что сейчас говорить об этом излишне, что со временем он обо всем и сам узнает. Как-то возвращаясь с работы, Тагир заметил Азу, которую не видел уже несколько лет. Он не мог упустить возможность увидеться с женщиной, по которой он когда-то сходил с ума, с кем у него были связаны все мысли. Привет. Привет. Как дела? Все хорошо, у тебя? Нормально, все. Давно не виделись. Да. Какими судьбами здесь? На работу собираюсь. На работу? Да. Здесь работаешь, да? Да, в больнице. Давай я тебя провожу. Давай. Они вспоминали былые времена, когда он учился в университете. Приезжал из Ростова, чтобы увидеться с ней, и только в ней видел свою будущую жену. Незаметно зайди в зал, мне нужно с тобой поговорить. Угу. Почему? Что-то случилось? После всего, что мы пережили, меня вряд ли что-то удивит. Ты только не волнуйся. Скорее всего, это всего лишь очередные сплетни. Я стала невольно свидетелем разговора снов. Разговор шел о Тагире. И что они говорят? Они говорили, что Тагир снова стал общаться с Азой. Кто такая Аза? Ничего здесь такого нет. Аза доводится дальней родственницей нашей младшей снохи. Аза говорила, что Тагир приезжал к ней несколько раз в больницу, но она может и преувеличить. Она такая. Как бы то ни было, люди не просто так говорят. Значит, в этом есть какая-то доля правды. Рано огорчаться. Может быть, они и правда случайно встретились. Всякое бывает.
Но за таким видным мужчиной нужен глаз да глаз. Ты контролируй его. Да. Можно к тебе? Как дела? Все хорошо у тебя. Нормально все. Это тебе. Спасибо, не стоило. Очень красивый. Могу я присесть? Да. Как работа? Все хорошо у тебя. Нормально все. С каждым разом память все чаще и чаще возвращала его к их былым встречам, многочасовым разговорам. Пусть у нее есть ребенок, пусть все восстанут против меня, но ради даже одного счастливого дня с любимой женщиной можно принести в жертву все, думал он. Чего грустим? Послушай, что-то случилось? Ты какая-то странная. Нет, все хорошо. Просто родителей вспомнила. Тагир, ты можешь честно ответить мне на один вопрос? Да, конечно. А что там? Я не хочу в это верить, но ты же знаешь, люди разные говорят. Да, а при чем тут я? Просто накануне мне сказали, что ты общаешься с той женщиной. Какая женщина? О чем ты говоришь? Оставь ее вообще. Она занимается воспитанием своего ребенка. И вообще пора не забыть. Я бы с удовольствием ее забыла. Но людям рот не закроешь. Ты мне предлагаешь это сделать? Я просто хочу, чтобы ты не совершал поступки, из-за которых нам придется стыдиться. Послушай, больше никогда не говори со мной на эту тему. Если когда-то что-то и было, это не значит, что я до сих пор с ней общаюсь. Я не знаю, от кого ты все это услышала, сидя дома, но я знаю одно, что этот человек не желает добра ни тебе, ни мне. Жанна, что между вами произошло? Ничего не произошло, это... Не переживайте, мам. Вот ты знаешь, вот когда я умру, сделайте, что хотите. А сейчас я должна знать, что происходит между вами. Не говорите так, мама. Это временная размолвка, все будет хорошо. Я должна знать, что произошло. В общем... Жанна вкратце рассказала о том, что услышала накануне, утаив лишь имя тайного осведомителя. Ну, ты знаешь, ты женщина с очень хорошей, порядочной семьей. Я не думаю, что она может такое говорить, но я должна все узнать. Я спрошу у своего сына, что случилось. Мама, только не говорите об этом Тагиру. Он будет меня во всем винить. Жан, ты не переживай, я все сделаю как надо. Возможно, это клеветали его. Всякое может быть. Ну, как говорят, дыма без огня не бывает. Но я все равно должна его узнать. И порочить имя своего сына я никому не позволю. Никому. А ты не переживай, все будет хорошо. Она со страхом ждала возвращения мужа. Когда после ужина Роза попросила Тагира зайти к ней, у нее душа ушла в пятки. Вскоре он вышел весь багровый. Я вот не могу понять, какую цель ты преследуешь? С виду добрая, тихая, а вот что-то сделаешь, аж страшно становится. Да, внешность бывает обманчива. Зачем маме нужно это все говорить? Ты же знаешь, она больная, ей же нельзя волноваться. Да, я знаю, но она сама заставила мне все рассказать, но это не столь важно. Ты же видишь, как ты изменился, спутался с кем-то. Не смей так говорить. И вообще не лезь в мою жизнь. Чего тебе не хватает? Ты же живешь в роскоши. Работать не надо, по дому тоже ничего не делаешь. А ты считаешь, что счастье женщины в этом и заключается? Тебе не хватает внимания? И тебе не стыдно мне в этом признаваться? Я знаю, откуда ты эти сплетни приносишь. После общения с этой Фатимой в тебя словно бес вселяется. Ничего, скоро я лишу тебя этого удовольствия. Связавшись с этой женщиной, он потерял свое истинное лицо. Сейчас он говорил чужие слова, стараясь каждой фразой сделать ей больней.
Она, ничего не говоря, ушла в свою комнату. Все последующие дни она избегала мужа, не желая видеться с ним. Похоже, сейчас Тагира это вполне устраивало. В этой неразберихе она даже не заметила, как пропала Фатима. Все-таки он исполнил свою угрозу. Так он старается оградить меня от всех слухов, с горечью подумала она. Ты опять связался с этой женщиной? Я же тебе говорил не связываться с ней. Ты меня не послушал. А теперь что? Вся улица о ней говорит. Все говорят о ней. Тебе не стыдно, а? Я с тобой разговариваю. Опозорил нас на все село. Все об этом говорят. А у тебя хоть бы стыда чуть-чуть. У тебя хорошая жена. Чего тебе не хватало, а? Я за тебя бегал, впрягался везде. Я надеюсь, что это последний раз. Запомни мои слова. После этого в доме на несколько дней воцарилось спокойствие. Но Жанна и Тагир по-прежнему жили в разных комнатах и продолжали хранить молчание. Но однажды разговор все-таки состоялся. Я забуду про все, что ты сделала. Но впредь не смей лезть не в свои дела. Точнее, в мою жизнь. Я думала, мы супруги и живем одной жизнью. Ты вообще много себе надумала. В этом доме принято, чтобы женщины беспрекословно слушались мужчин. Жаль, что тебе с первого дня этого не объяснили. Ты знаешь, мне многое не объяснили. Если бы мне все это рассказали, возможно, этого разговора и не было. Я понял, на что ты намекаешь. Извини, но насильно тебя никто не держал. Могла бы сразу уехать. Тагир, я не знаю, чего ты хочешь и каких целей преследуешь, но я не заслужила такого унижения и оскорбления. А я заслужил то, что со мной никто из родных нормально не разговаривает. Из-за тебя я стал изгоем в собственном доме. Даже мама, родная мать, злится на меня. И все это из-за тебя. Кто тебя за язык тянул? Зачем ты вообще полезла в эту историю? Да, я общался и общаюсь с этой женщиной. И что теперь? Ты хочешь, чтобы я этого не делал? Никогда! Слышишь, никогда! В отличие от тебя, она хорошая. Я все поняла. Больше меня в этом доме не будет. Желаю обрести счастье с любимой. Стоять! Живи! Никто тебя не гонит. В этом доме всем места хватит. А те, кто переступил порог этого дома, больше сюда никогда не возвращаются. Она еще долго лежала в своей комнате, рыдая. Тысячи вариантов прокрутила в голове, но ничего не придумала, кроме как покинуть этот дом. Она долго не решалась рассказать все свекрови. Однако не сказать ей о своем уходе Жанна не могла. Что случилось, Жанна? Неужели он мучает тебя до сих пор? Что случилось? Я так больше не могу, я хочу уйти. Подожди, сядь. Она усадила ее рядом с собой и заставила передать ей все, что та услышала от Тагира. Нет, что ты, Жанна, мой сын не может такого сказать. Это он говорит чужими словами. Знаешь что, ты поезжай домой, поживи несколько дней у своих. Только родственникам ничего не говори, хорошо?
А я заставлю его приехать тебе извиниться. Он обязательно за тобой приедет, Жанна. Возьми гостинцы и отвези домой. Хорошо? В эту минуту она не знала, вернется ли еще в этот дом. Сейчас ей было настолько плохо, что не хотелось думать о чем-либо, не говоря о том, чтобы строить планы дальнейшей совместной жизни с Тагиром. Ой, Жанночка, Машёва! Как хорошо, что ты приехала. Как ты, моя хорошая? Проходи. Да, я на несколько дней. Ой, на несколько дней вообще хорошо. Ой, жалко, что Адама с Луизой нет. Они так по тебе соскучились. Очень жаль, я сама по ним скучаю очень. Ну, слушай, тебе самое главное не сказала. Там же у Мадины, представляешь, двойняшки родились, мальчик и девочка. Сначала они говорили, что будет 2 девочки, а в итоге получилось, что мальчик и девочка. Представляешь, я столько подарков накупила на девочек. Тетя стала подробно рассказывать, что произошло у родственников, соседей, думая, что ее племяннице все это интересно. За несколько дней Жанна так и не проронила ни одного слова, надеясь, что муж приедет, и она сможет спокойно с ним поговорить. Но этого так и не случилось. Жан, ну я же вижу, что что-то происходит. Расскажи мне, что случилось. В общем, На 3-й день она была вынуждена рассказать тете все, что произошло. Да что ж такое получается, а? Не успел человек выздороветь, и уже посмотри, чем занимается, а? А эта женщина, она не боится того, что люди скажут, мне интересно, а? Вообще стыд потеряли. Что за люди? Слушай, единственная моя надежда на то, что Роза вроде мудрая, умная женщина. Может быть, она приведет своего сына в чувство. Ох, так, знаешь, что сделаем? Давай пару дней подождем, посмотрим, что они решат, как они будут дальше себя вести. Подождем. В любом случае, этот вопрос как-то, наверное, надо решать. Но прошла неделя, а затем и другая. Но Тагир так и не объявился. Встречи с Азой стали регулярными. С удовольствием он дарил ей дорогие подарки, которые почему-то воспринимались как должное. Как у тебя дома дела? Ты вроде женился, да? Ну, не очень. Понятно. С лица Азы не сходит улыбка после этой новости. Аза была готова быть счастливой даже за счет счастья другого человека. Нятя, это Тамерлан, можешь к нему выйти? Я не хочу туда выходить. Сейчас пойду. Слушай, я знаю, что думаю по этому поводу. Я понимаю, что ты очень обижена, он тебя обидел, много всего наговорил, но он так сильно, так долго извинялся, просил, чтобы ты его простила, вернулась. Может, вернешься все-таки? Нятя, мне же не с ними жить, а с мужем. А он меня видеть не хочет. Зачем мне возвращаться туда, где меня не ждут? Ну, я не знаю, я сказала тебе, что я думаю. Твоя жизнь, сама выбирай. Еще и Роза приходила твоя. Мама приходила? Да, приходила. Она так переживает, столько плакала, бедная. Мне так ее жалко. Она же не виновата, в конце концов, что у нее сын непутевый, а? Они так любят, ждут тебя, слушай. Да еще она, бедная, говорила, что у них там мужчины все в роду такие упрямые и все такое. В следующий раз скажи, что женщины в нашем роду еще упрямее. Ты посмотри на нее. Да. Можно? Нет, нельзя. Что-то случилось? Опять опоздал.
Ну ты же знаешь, что у меня мама больная. Ну и что, в этот раз у тебя мама больная, в прошлый раз из-за брата, в следующий раз из-за жены? Мой сын остался без подарка из-за тебя. Разве какой-то подарок важнее здоровья моей матери? Для меня, да. Ты можешь уходить. С прошлой жизнью было покончено. Он где-то в глубине души был рад, что эта непонятная связь, которая вряд ли могла иметь какое-то логическое продолжение, наконец-то закончилась. Диана, я пришел. Вижу, и что? Как что? Как что? Я пришел отвезти тебя домой. Нет, спасибо, я сама дойду. Я приехал за тобой, чтобы отвезти тебя ко мне домой. А как же другая? Отказалась? Не согласилась? Опять ты за старая. Нет ее больше, все. Ее тоже оставил. Очень жаль. Ну подожди ты, пожалуйста. В тебе говорит Обеда сейчас. Давай спокойно поговорим с тобой. О чем ты хочешь поговорить, Тагир? Все, что ты хотел сказать, ты тогда сказал. Ты же знаешь, в каком состоянии я был тогда. Это не я говорил вообще. Это все из-за злости было. Ты отлично понимал, что говоришь. И что дальше? Завтра ты встретишь очередную куклу или Аза простит тебя. Я буду вынуждена ловить такси и приехать обратно домой? Хватит, натерпелась. Подожди. Жан, зачем ты меня мучаешь? Вот люди смотрят. Ты же видишь, что я искренне раскаялся. Дома тоже все скучают по тебе. И мне неудобно возвращаться без тебя домой. Так ты им решил угодить. А я думала, наконец-то совесть проснулась. И им тоже. Ну да, я ошибался. Люди тоже ошибаются. А ты разве не ошибалась? И вообще, я и Фатиму домой привез. И она тебя ждет. Слушай, поехали домой. А давай пройдемся пешком. Маршал дал. Я закончил. Ну и как получилось? Хорошо, как мы и хотели. Роман со счастливым концом. Башкал. يردني خوش مدي قدا خدات ديت صلت خلخيتر بيلو ببالا كوتشو بخيتا ليلو حويش ميات برقش مليش قدي بالت صخ بيدا الله لو دواتر لود مدات بينا Яха, шинтиха, диктуациш, вудин дац наха, цеюхаш, яха, цеюхаш, яха.